Талантливый человек талантлив во всем, слышим мы в адрес успешных в чем-либо людей. Да, действительно, это так, и наш герой тому подтверждение. Андрей Барон рассказал нам, как он шаг за шагом раскрывал свои таланты. Школу закончил золотой медалью, ну и когда поступал в университет в Казанский, что-то так поступил на 3 факультета: экономический, экологический и физфак. И папа меня на слабо поймал, говорит: а ты там, говорит, отличником будешь, а ты попробуй на физфаке. Ну и в итоге на физфаке я остался. Вот. А пока учился на физфаке, играл в КВН, почему-то не из университета, а за ветеринарную академию. Вот. Ну, у меня там друзья потому что были. Вот. Писал песни для студенческих весен. Свою первую песню Андрей написал в 16 лет и исполнил ее на базе отдыха, где отдыхали студенты. Песня тут же стала хитом и завоевала сердца девчонок. Все как всегда, дождь, круги, вода. Я иду и напиваю пару раз. Человек очень необычный, а необычный он тем, что помимо безусловного его таланта, харизмы, энергетики этой бешеной, да, он очень умный человек, причем разбирается в очень многих областях. То есть иногда начинаешь задумываться о том, что человек, в принципе, знает ответы на все вопросы. Окончив университет, Андрей поступает в Северо-Западную академию государственной службы. Как-то так сложилось то, что я попал в Москву на чемпионат России, чемпионат мира по караоке. Там стал суперфиналистом чемпионата России, финалистом чемпионата мира. Ну и так понял для себя, что на сцене стоять — это моветон, надо что-то делать. И решил заняться танцами. А потом через небольшое время стали спрашивать, где я преподаю танцы. Вот. В итоге замучили ныть друзья, товарищи, и пришлось школу открывать. В этом году его школа танца отметила 5-летний юбилей. Ученики стали друзьями, без которых не обходится ни одно событие. Вместе они выступают и отдыхают, и отмечают знаменательные даты. Мы делаем это на полную катушку, то есть мы стараемся максимально вкладываться в людей, чтобы они максимально чувствовали себя счастливыми. Мы всегда рядом, очень приятно, когда люди приходят с нами отмечать свои свадьбы, дни рождения. Это очень приятно, это вот и есть отдача. Андрей продолжает писать песни. Вдохновение для этого он черпает во всем, что его окружает. В прошлом году жара была, июль месяц. По-моему, как раз конец июля, и жарко было под 45 градусов. И что-то я так вышел на улицу, понял, что не хочу на улице находиться, но жарко. И за 10 минут написал песню, которая так и называется «Жарко». За 1,5 часа записал гитары, записал голос и отправил на радио. Она так и крутится. У Андрея много грандиозных проектов. В преддверии Нового года пожелаем ему их воплощения.